кукольном театре прошла презентация новых песен Елены Шурту. Она является одной из тех уникальных людей, кто старается передать через свои песни культуру и образ жизни наших предков. Елена поет потому, что поет ее душа, для того, чтобы сохранять и передавать древние традиции, песни и обряды чувашей. Сама Елена родом из башкирского села Базлык, где издревле жили чуваши. С самого детства она мечтала быть артисткой. После окончания школы переехала в столицу Чувашии, где ее взяли в кукольный театр. В театре она познакомилась с многими известными людьми, один из которых Филиппов Юрий Михайлович, художественный руководитель Чувашского государственного театра кукол. Он заметил, что на гастролях вся группа пела вместе с Еленой, и Юрий предложил ей сохранять уникальность этих песен, записывая их на диск. Есть такой момент, потому что я знаю, что тогда, вот когда гастролировали, с тех пор, наверное, мне это в памяти сохранилось, то, что они всегда пели в автобусе. На гастроли поют именно народные песни. Есть перерыв, они всегда пели. И после учебы приезжаю, я думаю, ну вот так красиво поет, такой голос, столько песен знает. Я говорю, Лена, ну пора, говорю, начинать, давай, говорю, записывай, потому что носителей этих песен уже практически нет, уже все в возрасте. То есть я, говорю, не знаю этих песен, молодежь тем более не знает. И таким образом пришлось ее подтолкнуть на то, чтобы она начала все это записывать, чтобы она заказала фонограмму. И в какой-то момент, конечно, она уже опустила руки и говорит, все, говорит, я больше не могу, мне, говорит, сил не хватит. Я говорю, Лена, если, говорю, ты так говоришь, значит, говорю, ты самый последний человек в этом мире, если ты же это не сделаешь. Так она взяла себя в руки и сделала. И выпустила диск, собрала все песни, нашла финансы на то, чтобы выпустить эти песни. И, слава богу, вот на сегодняшний день эти песни звучат и по радио, и на телевидении, и поют все фольклорные коллективы нашей республики. Значит, эти песни еще будут жить очень и очень долго. Именно он подтолкнул Елену спеть песни древних башкирских чувашей. После исполнения песен Елена стала известной, народ с любовью слушала их. Со временем она стала исполнять все новые и новые песни, которые мало кто слышал. Народное искусство, фольклор башкирских чувашей, он нетронутый пласт. Доктор искусствоведения Михаил Григорьевич Кондратьев сказал, Лена говорит, песни очень красивые, народные песни башкирских чувашей, их надо показать народу. Никто, говорит, не придет, не сядет в архивах и не будет изучать песни, а их надо показать. Для того, чтобы народ полюбил, чтобы запомнил, чтобы они остались на века. И я вот взяла такой на себя, как сказать, труд. Народную артистку Чувашии пришли поддержать в столь важный час ее любимые земляки и самые близкие люди. Ведь она очень любит свою родную землю и своих земляков. Все зрители были в восхищении от таких душевных песен, ведь именно они дают возможность народу окунуться во времена наших предков.